Так, Магомед, расскажи кратко о своей деятельности и из биографии, чем ты занимался, то есть чем ты известен был. Что из биографии, по-моему, все это есть доступно в интернете, все, что мы делали, чем занимались. Я в 2007 году вошел в оргкомитет, тогда был Шри Паушу, ныне покойный Магомед Юлоев, которых убили на Лозов Павловца. Они выступали против похищения людей, несудебных казней, против нарушения прав людей на территории Республики Ингушетия, против коррупции, беспредела, который на тот момент творился в Республике Ингушетия. И Муршид создал оргкомитет по проведению Ингушского общенационального митинга. И я вошел в этот оргкомитет. Вот так влился в оппозиционное движение. Через несколько месяцев Муршид был задержан на митинге, который был 26 января 2008 года, после чего я возглавил этот оргкомитет по проведению Ингушского общенационального митинга. И дальше шло-поехало. Митинги, пикеты, пресс-конференции в Москве, в Ингушетии. Мы проводили 5-й чрезвычайный съезд ингушского народа. Задачи, которые были поставлены, это отставка главы республики, тогда Дзязикова. Все задачи, которые были поставлены, были нами тогда решены. Мы до последнего боролись с Дзязиковщиной. Мы создавали вместе с Макшерипом и с Магомедом Юлоевым создавали Мехкел, альтернативный парламенту народному, никем не избранному на тот момент парламенту Республики Ингушетия. Провели акцию на весь мир тогда нашумевшую «Я не голосовал». В апреле 2008 года объявили новую акцию о сборе подписей в поддержку Руслана Алуша, чтобы его обратно вернули на пост главы республики. И собрали 105 тысяч подписей, отвезли их в администрацию, несколько месяцев отвезли их в администрацию президента, передали туда. В августе месяце были совершены покушения на наши дома, на членов нашей семьи, на нас самих, и на дом Магомеда Юлоева, и на мой дом, и сколько этих покушений всего было. В конечном итоге власть, которая сошла с ума, делала все возможное, чтобы остановить народ на протест. Посадили Макшерипа Аушева, обстреливали наши дома, что только не делал. В конечном итоге посадили в милицейскую машину и выстрелом в висок убили Магомеда Юлоева. И последующие акции, митинги, они были более жестче. Мы уже перевели все это на федеральный уровень. Там были митинги, пикеты и пресс-конференции. В конечном итоге добились отставки Дзязикова в октябре 2008 году. Новый назначенный президент республики на тот момент Евкуров через 3 дня решил встретиться с нами, все это показывалось, освещалось по всем центральным телеканалам. Евкуров встретился с ингушской оппозицией, я, Макшерип Аушев, наш адвокат Мусафи, мы втроем встречались, обсуждали ситуацию, с чем он пришел. У нас были свои вопросы к нему, у него были свои вопросы к нам. То, что мы ставили условия, это было прекращение несудебных казней, похищение людей, коррупция. На что он нам сказал, что он для этого приехал. Но в то же время он сказал, что мне Москва сказала, что я должен, что мы должны вместе с ним работать. Да, он предложил, с первых дней предложил нам работу, на что мы с Макшерипом отказались и ушли оттуда. Ровно 2-3 месяца, которые он был первый, все эти 2-3 месяца мы общались, были в хороших отношениях. После этого первые несудебные казни, которые уже начались, первые убийства, это были фотографы Ужаховы, которые были здесь на Зране убиты. С этого у нас опять начались конфликты, он обманывал. С каждой встречи, каждый раз я, выходя оттуда, видел только ложь от этого человека. Ложь за ложью, ложь за ложью. Человек полностью соткан из лжи. Вот такой, и вот я в нем увидел вот такого человека. И уже на 3-й месяц пребывания его на посту президента республики он назначил чрезвычайный съезд ингушского народа. Это был 2009 год, январь месяц. Я был законно избранный делегат на этот съезд от города Назрань. Но я за несколько дней до этого узнаю, что задача этого съезда,
он хочет решить вопрос по пригородному району, провести муниципальные выборы на сентябрь месяц 2009 года и, проведя эти муниципальные выборы, уже на границе с пригородом, с Северной Осетией, оставляя пригородный район Владикавказ, все исконные ингушские земли в составе Осетинской республики, Северной Осетии. После чего за день до съезда я официально объявил об этом, и сегодня можно все это в интернете набрать. И Коммерсант писали, и многие издания писали, как раз эти журналисты были у меня в гостях в этот вечер перед съездом. Я объявил о том, что я отказываюсь участвовать в этом съезде, так как он является антинародным, а Евкуров – это негодяй, похлеще Зязиков, что нам просто поменяли шило на мыло. И с этого дня официально уже начался второй этап борьбы. То есть преследования были связаны с этим? Все преследования, все, что происходило, сколько раз по 10, по 15 суток меня закрывали, сколько раз покушения совершались на мою жизнь, врывались в дома, обстреливались наши дома уже при Евкурове. Все это было связано с моей общественно-политической деятельностью, тем, что я не согласен с его политикой, беззаконием, тем, что то, что происходило в республике. Вот официально через 3 месяца после прихода его к власти я уже официально объявил о том, что он враг этого народа, и начал уже открытую против него выступать, вести общественно-политическую деятельность. Мы первое, то, что заявили, то, что Зязиковщина еще осталась, парламент Ингушетии нужно менять, начали сбор подписей за отставку этого парламента, уже активно начали работу. Сайт Ингушетии перешел в его руки, Евкуру в руки, родственники Магомеда Юлова ему передали его. На тот момент на нем работал Калой Ахильев, который являлся пресс-секретарем Евкурова на тот момент. Его все очернял, и оппозицию ингушскую, нас очернял. И вот так все закрутилось, все пошло-поехало. И создали мы новый сайт, копию того сайта Ингушетия.ру. Да, .ru.org назывался этот сайт. И начал уже свою политическую деятельность, узнал о том, что он уже намечает выборы на 2009 год, сентябрь. Мы пытались войти в какую-то политическую партию федерального масштаба и с этой партией идти на выборы, на муниципальные выборы, но такой возможности никак у нас, ничего не получилось у нас, не было такой возможности на тот момент, хотя людям, как якобы показывали Яблоко, другие партии, якобы они оппозиционные, но когда на федеральном уровне мы пытались с ними договориться, они говорили, что нет, мы там даем волю главе субъекта, кого хочет, он ставит депутат, ну он типа раздает места, там 15 депутатов справедливо, Единая Россия, там 3 депутата справедливые, 2 депутата Яблоко, что места раздаются, это все на усмотрение главы республики, мы в эти вопросы не вмешиваемся. Хотя перед всем миром якобы это оппозиционная партия, ну никакой оппозиции там нет, это звенья одной цепи, это помощники партии Единая Россия, можно так сказать, да, сателлиты партии Единая Россия. И после того, как мы не смогли ни с одной из политических партий договориться, создать не было никаких возможностей ее партию, нам подсказали юристы то, что эта организация, общественная организация тоже имеет право идти на муниципальные выборы. Тогда мы создали общественную организацию «Справедливая Ингушетия», председателем которой я являлся, и начали готовиться на муниципальные выборы. После чего, это был 2009 год, после чего парламентом Ингушетии был принят закон о том, что противоречит федеральному закону, о том, что общественные организации не имеют права участвовать в муниципальных выборах. И вот таким образом у нас это не получилось, но несмотря на это я привез журналистов РНТВ, и тогда и Лидия Михальченко, журналистка Кавказского узла, ваша коллега была тут, мы с ней все это освещали, журналистам Кавказского узла все это показывали, что никакой явки нету, что это беззаконие, беспредел, никаких выборов здесь нету, что это вся фальсификация. И вот так, 2009 год, дальше обратно, в 2010 я объявил о том, что возобновляется деятельность Мехкала, народного парламента, и опять все здравые силы республики, все оппозиционные силы собрал в этой организации, эта организация начала работать. И вот так работали. В 2009 году меня также Лукин включил в экспертный совет. Я был членом экспертного совета при полномочиям по правам человека Российской Федерации.
Потом уже, находясь в Москве, со мной вышли на связь, вышел со мной Рыжков Владимир Александрович, это бывший председатель партии РПР. Они совместно создали партию РПР Парнас вместе с Немцовым, Касьяном, Рыжковым. Они вместе создали партию. Меня попросили войти в эту партию, и я приехал, пообщавшись с ним, вступил в эту партию, был избран членом Федерального политсовета этой партии и также председателем регионального отделения этой партии по республике Ингушетия. Мы готовились. Я постоянно просил молодежь, постоянно все, что мы говорили, это мы говорили власти, людям в погонах, прекратить беззаконие, беспредел, прекратить убивать, похищать молодых ребят. А ребятам, то, что мы постоянно говорили, я, мои коллеги, соратники, это прекращайте брать в руки оружие, уходить в леса, что это все бессмысленно, что мы политическими путями, входя в общественные организации, политические партии, должны бороться за свое будущее, за власть, за то, чтобы прийти к власти и навести порядок на территории Республики Ингушетия, навести конституционный порядок на территории Республики Ингушетия, которая якобы входит в состав Российской Федерации, но никакие законы Российской Федерации на этой территории не действуют. Здесь анархия, беспредел, беззаконие уже последние 13-14-15 лет. С того дня, как с власти ушел Руслан Алушев, с этого дня в республике полная анархия. Целые банды, которые прикрываются от имени российского государства, федеральные структуры, которые можно назвать только бандами, которые и разные структуры, которые должны защищать права людей, которые занимаются по сути бандитизмом, терроризмом, геноцидом над ингушским народом. Вот против всего этого мы боролись и просили, что молодежь должна законными путями против всего этого бороться. Делали все возможное, чтобы это было все в рамках закона. Ни до чего докопаться до нас возможно не было, хотя не раз меня закрывали по административной, в противовес всему здравому смыслу, всем законам. Просто по беспределу закрывали на 15 суток, угрожали, похищали. И в Куру ни разу не предлагал должность, он сам об этом заявлял в своих интервью, и в Кавказскому узлу он заявлял об этом многим нашим коллегам, и Коммерсант, журналистам, есть эти интервью, есть и по ингушскому телевидению он не раз об этом говорил, и в последних своих показаниях, которые он давал против меня, своих же показаний, они в интернете везде общедоступны есть, он говорил, что предлагал мне должности. Да, он не раз предлагал должность, даже в то время, когда последний раз, когда они приехали, подкинули мне оружие, я уже находился под защитой в Грозном после очередного их уже покушения. Находясь там же, присылали ко мне гонцов, просили, чтобы я там прекратил свою общественную политическую деятельность, хотя сидя там, находясь там, я продолжал общественную политическую деятельность, я помогал людям, которые здесь находятся, которые там где-то там ущемили их права, или где-то кого-то похитили, где-то кого-то убили. Я делал все возможное и помогал, находясь там. Находясь там, ко мне прислались гонцы. Даже в то время, когда я приехал и в 2015 году приехал, сам явился в города после 3-летней борьбы, пока я находился в Грозном, 3 года мои адвокаты боролись, пытались с этим делом что-то сделать, но все мертв, везде беззаконие. В судах, в прокуратуре, в следствии было беззаконие. После того, как я сам уже явился на 2-3 день, когда я уже находился в СИЗО города Карбулака, и в Куру, и старейшина моего рода Сурхахи Нальги, он присылал людей, говорил, что если он вечером даст интервью о том, что у него никаких претензий ко мне нету, утром я его выпущу, с условием, что он будет со мной работать в одной команде. Я с первого дня отказывался с ним работать. В первый день отказался, потому что хотел посмотреть, что он будет дальше делать, а через несколько месяцев увидел, что этот человек ничего не собирается менять, что все так же продолжается, беззаконие, похищение людей, несудебные казни, коррупция. Я уже в открытую объявил всему народу, что он является врагом ингушского народа. Об этом не раз говорил. Я в то время, когда те, кто сегодня кричат на каждом углу, некоторые из них меня обвиняют в чем только, каких только грехах меня не обвиняют, что я там в Грозном сидел, еще что-то. Когда они молчали, я на весь мир, на всю республику кричал о том, что то, что сегодня произошло, что это может произойти, что то, что этот человек делает, что это враг ингушского народа. Сегодня мы возмутились, подняли шум, то, что там передана какая-то часть горной земли Ингушетии, передана Чеченской Республике. Не более сильно, более глобальный вопрос был, когда Евкуров передавал пригородный район
и город Владикавказ, Северной Осетии, когда он выступил открыто, и эти выступления были 2 или 3 раза. Он сперва заявил о том, что пригородный район является неким частью Северной Осетии, потом он еще раз в своем интервью заявил, что меня мои родственники за это ругали, но я еще раз повторяю, что пригородный район является неотъемлемой частью Северной Осетии. Все эти заявления и то, что они сделали, то, что они принимали, и парламент тот же принимал эти законы, разве это не более страшное беззаконие по отношению к ингушскому народу, то, что было сделано с чеченской стороны? С чеченской стороны это наши братья, алхамдулиллах, братья по вере, братья в Айнахе. Там никаких проблем, я не думаю, что будут какие-то проблемы в этом вопросе. Люди сядут и решат этот вопрос. Этот вопрос, я думаю, решим. У нас есть более важные вопросы. Западная Ингушетия, это пригородный район, это город Владикавказ. Когда об этом речь шла, мы кричали на весь мир, что смотрите, что эти ничтожества вытворяют. Здесь все молчали, все молча над этим наблюдали. Многие из тех деятелей, которые сегодня стали оппозиционерами, заявляли, что Хазбиев это сумасшедший, или там Зязиком был недоволен, сейчас Ивкун недоволен, у него амбиции, он хочет. Даже в то время, когда мне было только 27 лет, они кричали о том, что я хочу стать президентом, поэтому я открыто пошел против Ивкуна, хотя это и по Конституции невозможно было, чтобы в 27 лет я стал президентом этой республики. Были эти негодяи, которые что только не говорили, что только не писали, и Ивкуров говорил, или среди народа негодяи говорили. Но сегодня я многих из них вижу, они сейчас сидят и стали оппозиционерами. Кто-то говорил, что это его хлеб, кто-то говорил, что это его там жизнь, но то, через что мы проходили, через что проходили наши семьи, то обстрелы наших домов, обстрелы наших машин, сколько моих братьев были ранены, инвалид, один из них на сегодняшний день, у него вообще рука не работает, покушение, когда совершалось покушение, у меня был ранен. Через что мы проходили и что было за все этот период 12-13-летней борьбы, это знают те, кто как-то болел за эту республику, как-то имел какое-то отношение к этой республике. Не ежеминутное, не ежечасное отношение, да, там за один день ты стал патриотом, на второй день, как только начали бить дубинками, ты побежал домой и сел. Не эти патриоты, а те, кто реально болели душой, те, кто реально видели и наблюдали за тем, что происходит здесь, хотя что-то они не могли ничего делать, да, но они болели душой, там, как могли, помогали, они полностью знают всю историю, всю биографию нашу, что было, через что мы проходили, что происходило. Был убит Магомед Евлоев, дал Якову Злазу, дал Павлу Голцин, был убит Макшири Пауш, это соратники, которые были рядом со мной. Ни одно покушение было совершено на меня самого. И вот так вся эта борьба продолжалась и не останавливалась. Даже находясь в Грозном, эта борьба не останавливалась. Магомед, вот, тебе недавно предлагали выехать за границу, да, чтобы попросить политубежище в странах Запада. Все-таки почему ты предпочел Грозный, а не уехал в Европу? Во время, когда был убит Макширип Аушев, на 4-й день я выехал в Москву, мы там провели пресс-конференцию, провели пикет, пресс-конференцию по этому поводу. И на этой пресс-конференции ныне покойная Людмила Михайловна Алексеева, она прямо на пресс-конференции заставила меня дать слово о том, что я на несколько месяцев хотя бы выйду из страны. После чего я выехал, я некоторое время провел во Франции, выехал, находился я с рабочей повесткой, выехал, находился в Вашингтоне, я находился в Брюсселе, выезжал, там поднимал вопрос о признании геноцида и депортации 1944 года, потом я уехал несколько месяцев, жил в Финляндии, я прожил там, это не мое. Где бы я ни находился, в какой бы точке земли я ни был, самый красивый цветок на самой красивой земле, на самой красивой, в самой красивой стране на этой земле, я не сравнил бы там с высохшим кустом на моей земле. Здесь другой воздух, здесь другой менталитет, здесь мое родное, поэтому я сюда приехал. В Чечню, почему я уехал, многие задают эти вопросы, многие там упрекают меня в этом. Вопрос с землей только сейчас возник, этого вопроса не было тогда. Тогда, когда первый раз был объявлен о том, что был парламентом поднят вопрос, да, они включили Малгобекский, якобы Судженский район в Чеченскую республику, что кто-то выступил против этого. Не припоминаю.
выступила единственная женщина, Албакова Фатима была такая, помните, такая, да, профессор МГУ, по-моему, Да, Албакова есть. Фатима. Против нее парламент Чеченской Республики, Дуплаху, они написали такую мерзкую статью, еще фотографию там поставили такую мерзкую против нее, оскорбляющая статья была против этой Фатимы, хотя я не вмешивался, мне много раз, мне даже с администрации главы Евкурова, там люди со мной встречались, говорили, что у Евкурова в команде ни один чиновник не смеет выступать против них, почему ты сидишь, почему ты ничего не говоришь, там Евкуров просит тебя выступить, хотя я не вмешивался, это была борьба Кадырова, Евкурова, это личная их борьба была. Я уверен, что именно поэтому этот вопрос тогда и парламентом был поднят, когда у них уже возник конфликт между Евкуровым и Кадыровым. Я не вмешивался, я молча наблюдал, но когда Фатиму оскорбили, Албакову, я просто поставил камеру и дал интервью. Один человек, она, второй, кто выступил против этого вопроса, был я. Я не то, что там против кого-то там из соседней республики, я открыто выступал против главы государства. Я принимал участие во всех митингах, и Болотная, Сахарова, со всеми федерального штаба оппозиционерами, я находился рядом с ними. Я никогда никого не боялся, если это касается правды, если это касается справедливости, если ущемляется там где-то права моего народа, там где-то ущемляются там права определенного ингуша, мне было без разницы, я против кого угодно выступал и говорил, никого не боялся. То, что я попал в Чечню, я поехал за адвокатом, потому что здесь адвокаты отказывались. Была у меня Саутиева, адвокат Зима, ей забросили во двор гранату, потом была другая адвокат, которую вызывали в администрацию, говорили, что мы тебя детей похитим, если ты дальше будешь продолжать защищать Хазбиева. Вот такие угрозы поступали адвокатам с ингушской коллегией адвокатов, поэтому я решил уехать в Чечню, хотя 4 дня в воскресенье они провели эти обыски, в январе 2015 года, 26, по-моему, было понедельник, вторник, среда, четверг. 4 дня, я не раз об этом говорил, 4 дня я находился дома. И Идрис Абадиев сюда приезжал, я с ним виделся после того, как они все это сделали. И многие люди меня здесь видели, ко мне домой приезжали, я ни от кого не скрывался. Я приехал и 4 дня просил начальника ГУВД, на тот момент был начальник ГУВД, сейчас убрали его недавно, несколько недель назад только убрали, Бесаев, Руслан был начальником ГУВД. 4 дня подряд ему звонили, просили, чтобы он прислал повестку, что с повесткой я явлюсь туда. Адвокат с ингушской коллегией адвокатов мне говорил, что он приедет только если будет повестка. На 4-й день, четверг уже, когда Бесаев сказал, что я никакую повестку не пришлю, а приеду, силой его заберу оттуда, а после этого адвокат сказал, без повестки я не поеду, и вообще отказался со мной туда ехать, после чего я выехал в Чечню нанять адвоката. Но, следом туда приехала банда, которая здесь занималась убийством и похищением людей. Они приехали и устроили покушение там на меня, да, в Грозном, и после чего я попал под госзащиту и находился там. Хотя все это время, каждый месяц я адвокату говорил, что едем, это так и будет продолжаться. Она каждый раз мне говорила, что все, она сейчас пытается выкатить это дело в Пятигорск, что там это дело рухнет, она сейчас вот эти документы повезла, сейчас эти повезла, что там обыск незаконно, там это незаконно, то незаконно. Каждый раз она пыталась, говорила, что сейчас все это она в этом процессе выиграет, и все будет нормально. И вот так это тянулось 3 года, я находился там, и уже, конечно, в итоге уже все это. А вот почему решил все-таки вернуться на высшее знания о преследовании? Даже находясь там, даже когда я за несколько дней до того, как вернуться, это были новогодние праздники, когда я дал интервью, сказал, что я после новогодних праздников возвращаюсь, 11 января многие мне звонили, которые в Европе живут, наши братья, родственники, родные, друзья, многие, которые туда уехали, просили мне ехать туда, выехать за пределы страны. У меня была такая возможность, я находился под госзащитой, никаких проблем не было, и мне дали бы другой паспорт. Все, что нужно для меня сделали, я мог просто выехать, покинуть эту страну. Не выехал, потому что мне там делать нечего. Это моя республика. Я не собираюсь уехать жить где-то, а покинуть свою родину, свою республику, на всю жизнь уехать. Вернуться, хотя я адвокат Хеда Ибриева, моя
те люди, которые высокопоставленные чиновники, можно сказать, в Чеченской Республике говорили, что тебе минимум 7-8 лет дадут. Тебя посадят реальным сроком. Не езжай, зачем тебе это нужно? Да, предупреждать. И моя адвокат говорил, что реально 6-7-8 лет минимум они мне такой срок дадут. Но несмотря на это, я был готов к этому, я вернулся. Ну, по воле Всевышнего мне дали 2 года 8 месяцев. Из них там то, что я в СИЗО просидел, день за 2 посчитали, я отсидел там, год и 7 месяцев я вышел. По всей воле Всевышнего. Никуда бежать, никуда ехать я не собираюсь, там многие поздравляют с освобождением. Это небольшой срок, чтобы говорить, что я отсидел тут. Я видел людей, со мной сидели ребята, которым больше 20 давали, даже был парень, которому дали пожизненный срок. Срок, который я отсидел, им даже стыдно говорить, это не срок. Ради своего народа, ради того, что защищая свою религию, защищая мусульман, защищая своих братьев по вере, отсидеть год, 2, 3, 4 года, это не срок для мусульманина, для мужчины. Ничего страшного. Я отсидел, вернулся, этих негодяев здесь нету. Те, кто все это беспредел по отношению ко мне устроили, кто-то работает, кто-то не работает, кто-то сидит. Вся эта банда ЦПР, Мурхам, Хоев, его замы, все они сидят. Непосредственно даже Близнецюк, который заполнял здесь протокол, он даже сидит. Все они сидят, и те показания, которые они даже давали в судах, они, потому что они тут не смогли сговориться. Один противоречили, одни показания противоречили другим показаниям. Сегодня все это дело было шито белыми нитками. Судьи, прокуроры, все по команде выполняли свою работу. Сейчас у нас есть новый глава республики, который принес клятву, что он будет защищать наши права конституционные. Будем поднимать этот вопрос. Среди тех судей, которые первый, кто беспредел устроил по отношению ко мне, является его знакомый нашего нового главы республики. Я думаю, никаких проблем узнать о том, что это за дело было, для него не будет. Будем дальше по этому делу, адвокаты будут работать, и будем работать над тем, чтобы меня оправдали по этому уголовному делу. Насчет судей Магомедова. Ты не упомянул, что во время судебного процесса, когда ты вернулся в Чеченской Республики, тебя не отпустили на похороны отца. Расскажи об этом подробнее немного. Я седьмой месяц был, да, уже на которого я сидел. Мне сказали о том, что мой отец умер. До этого меня предупредили о том, что его забрали в реанимацию, что он лежит в реанимации. Во время судебного процесса? Да, во время судебного, да. Я был в СИЗО во время судебного процесса, и мне сказали о том, что отец в тяжелом состоянии находится в реанимации. Сказали о том, что не раз он просит врачей, каждый раз врача просит, позовите мне Магомеда. Врач уходит, говорит, что он просит его позвать Магомеда, заходит мой брат, он говорит, ты мне нужен. Ну, отец просил перед своей смертью, вот этот день-два, как он находился в реанимации, он каждый раз просил позвать меня. Почему не позволили принимать участие мне, приехать, пустить меня на час, на два на похороны отца? Безродный ублюдок, чей отец сделал завещание не запускать его на похороны, решил каким образом отомстить мне. Тот, у кого не было отца, тот, кто не знает, что такое отец, тот, кто не знает, что такое честь, тот, кто не знает, что такое обычаи, традиции ингушского народа. Безродный ублюдок, который вырос на казенных харчах, ел свиную тушенку, не имел никакого отношения к ингушскому народу, не знает, что такое слово ингуш, каким образом решил отомстить мне. Но ведь судья, он, кажется, был местный, все-таки командированный. Я думаю, находясь в СИЗО Республики Ингушетия, после 7 месяцев я был переведен в СИЗО Владикавказа. Мне было что оценить, посмотреть отношения в СИЗО Ингушетии, СИЗО Владикавказа, Пятигорска, Кабардино-Балкарии. Я думаю, безродный ублюдок, который находился на самом высшем месте, пост занимал. Я думаю, этот безродный ублюдок набрал таких же безродных ублюдков, как и он, во все инстанции, да,
во все структуры этой республики, где судьи, что в СИЗО, что в прокуратуре, что в следствии, что в ГУВД, что в ЦП. Все они, по сути, как будто бы их одна мать родила. Они такие же безродные ублюдки, как и тот, который отсюда выехал. Поэтому никакой разницы между ними нет. Каждый ответит за все, что они сделали. Рано или поздно на этой земле восторжествует закон, восторжествует порядок. Здесь будут действовать конституция, законы. Вот тогда каждый бандит и преступник, который сидел во власти, сидел в кабинетах, одевал мантию, прокуратуру, они будут отвечать за весь беспредел, который они чинили по отношению к ингушскому народу и чинили по отношению ко мне. Если мы будем живы, иншаллах, такое будет, и мы это увидим. Там разницы нету, что судьи, что негодяй, который отдавал команду, они одинаковые. Это как будто бы, это команды, как будто бы их одна мать родила. Их вот так собрали. О чем говорить? Вот многие говорят, что Магомед там сказал, что в Осетии к нему было хорошее отношение, что про наших он сказал, что это ублюдки, почему он наших унижает, это все слышат. Я говорю, потому что они есть ублюдки. Мы находились, со мной ингуши ребята сидели 7-8 месяцев, тоже я находился там. Клянусь Аллахом, 10 часов вечера нужно тушить свет. Когда мы сидели в Осетии, если к глазку подходит сотрудник постовой, он видит, что мы читаем, или книгу читаем, или Коран читаем. Поднимал глазок и спрашивал: Магомед, потушить свет или оставить? Если мы говорим оставить, то оставлял свет. Клянусь Аллахом, я сидел здесь в Ингушетии месяц Рамадан, последние 10 ночей. Со мной сидел Нальгиев, старик Сурхахов, лет за 60, он постоянно читал Коран, Абу Муслим. Я попросил, за 2-3 дня до этого я просил, не выключайте в 10 часов свет, последние 10 ночей, мусульмане не спят, читают до утра, до утреннего намаза Коран. Клянусь Аллахом, последние 10 ночей, как только начались, первую ночь подошли и выключили свет. Я говорю: ты что делаешь, безродный? Он говорит: это команда начальства. Начальство сказало выключить свет. Вот такое отношение исламу, мусульманам и к ингушам здесь, и такое отношение там в Северной Осетии. Уважение к религии, уважение к человеку я видел там, и беззаконие безродных ублюдков я видел тут. По пальцам можно было пересчитать тех, кого можно было назвать людьми. Через вот эти 10 дней, которые были среди них, несколько дней, то, что не выключали свет, это вот смену ребят, Гагиевы ребята были там с Алию, что вот их смену вот этот свет не выключали, вот там начальник треснет, они не выключили, поэтому этот свет он постоянно бывал включен. По пальцам можно было пересчитать нормально, достойно ребята. Вот так их набирают везде. Вот эти негодяи, безродных ублюдков, их кур везде понаставил. Вот такое отношение к людям, что в СИЗО, что в судах, что в прокуратуре, что в следствии, везде. Я думаю, никаких проблем новому главу нету. Разобраться в этом бардаке и навести этот порядок нужно несколько месяцев. И вот свои родственники работают, и в судах работают, и в прокуратуре, везде. Он может узнать, что здесь происходит, если это ему нужно, если это ему интересно, если он приехал наводить здесь порядок, если он приехал здесь устанавливать закон, конституцию, то флаги на руки. Никаких проблем нет узнать, кто здесь беспределом, беззаконием занимается, а кто здесь работает так, как положено по закону. А Магомед, планировал ли ты участвовать в так называемом кадровом конкурсе и подавал ли ты заявку на него? Мне тоже пишут там, и звонили, и говорили, собираюсь ли я в этом кадровом конкурсе участвовать, там, подавать заявку, почему я это не сделал. Я думаю, я никакую комиссию проходить не должен. Я за 12 лет прошел уже все возможные комиссии. Меня пытались купить, меня пытались убить, меня пытались запугать, и что только не пытались сделать. Все, что самое главное, что должно быть в человеке, да, то, что его невозможно купить, невозможно напугать. Вот все, что нужно было пройти, все эти этапы, я прошел, об этом знает вся республика. И за пределами этой республики. Поэтому проходить какую-то комиссию, я думаю, мне уже поздно, я не в том возрасте. Что это за комиссия будет, что там будут говорить, там уже многие блогеры пишут
дай Аллах, чтобы это не так было. Такую же комиссию при Евкуре создавали. Да. По-моему, тот же, кто сейчас ее создал, он же и создавал. И как все было происходило. То есть все повторяется. Да, Загиев, по-моему, да, парень. Мустафа. Да, Мустафа. Я читал, как он в Фейсбуке описывает, как это все происходило, что это за комиссия была и что там было. Поэтому дай Аллах, чтобы это не так было. Дай Аллах, чтобы реально, проходя через эту комиссию, набирали людей. Но я скажу одно новому главе республики Калиматову, что это маленькая республика, как маленький колхоз. Здесь можно за час все объехать. Здесь все друг друга знают. Здесь не время собирать каких-то ботаников, профессоров, каких-то докторов, я не знаю, каких-то экономистов всемирного масштаба. Нам и не дадут это, мы не отдельное государство, мы находимся в составе России. По выстроенной вертикали власти, по выстроенной системе все это идет. Вот, как идет этот эшелон, мы вот сзади придем с этого эшелона, это все выстроенная система. Единственное, что здесь нужно, здесь мужчины нужны настоящие вокруг главы республики. 2-3 человека, больше ничего не нужно. В первую очередь, чтобы они были ингушами, и в вторую очередь, чтобы в их сердцах горело пламя ислама, чтобы это были богобоязненные люди. Только богобоязненный человек будет на стороне справедливости, только богобоязненный человек не будет коррупционером, только богобоязненный человек будет делать все во благо своего народа. Вот таких 2-3 человека, если будут с ним рядом, а все остальные, председатели правительства, я не знаю, замы, не замы, 2-3 эти человека заставят всех работать, механизм заработает, как швейцарские часы. Нужен человек, который будет с ним рядом, и каждый председатель правительства, и не председатель правительства, любой министр будет знать, что его багажники привезут, забив до полусмерти битами прямо к резиденции, снимут штаны с него, наденут на голову, вот так затащат в резиденцию. Если каждый будет знать, что есть такая команда, никто не будет воровать, никто не будет грабить, никто не будет издеваться над ингушским народом. До тех пор, пока в команде главы республики, будь это Калиматов или кто-либо другой, не появятся настоящие мужчины, никакого порядка в республике Ингушетии не будет. Он столкнется, пока он там с водой, с газом, со светом не может разобраться, как только от его назначили, он столкнется с более сильной, с более мощными проблемами в этой республике, с бандами, которые, прикрываясь от имени Российской Федерации, здесь что только не творят, с бандами, которые клановые здесь созданы, которые сплетены с этими бандами, федеральными бандами, и прокурорами, и следователями, и силовыми структурами. Вот так сплетены и деньги, и коррупция, и все здесь взаимосвязано. Он столкнется с более сильными проблемами и ничего с ними не сделает, если рядом с ними не будет мужчин, настоящих мужчин. Но если он опять по накатанной будет одних и тех же негодяев с одного места в другое пересаживать, как от перестановки слагаемых сумма не меняется, да? Думаешь, что такое математика? От того, что он этих негодяев будет менять, одних пересаживать в другие места, этих пересаживать в эти места, ничего в республике меняться не будет. Рядом с ним должен быть несколько человек, от взгляда которых поджилки трястись будут у чиновников. Если они будут, будет порядок. Кстати, что ты думаешь сейчас о недавних назначениях нового главы? Ты же сам сказал нового главы. Он новый глава. Давай посмотрим, понаблюдаем за ним. Не будем загадывать, не будем упрекать его в чем-то, не будем забегать вперед. Несколько месяцев все покажет. Покажет. Новый старый глава это, или же реально новый глава это покажет. Поэтому мы видели, что двое его предшественников здесь сделали. Мы видели, да, что Евкуровщина сделала, что Зязиковщина сделала, что Зязиковщина в крови здесь утопила всю республику, раздорбанили, разворовали. И что следующий, который был Евкуровщина, что они сделали, мы это видели, да. Хотя, когда называют вещи своими именами, они бывают недовольны. Вся проблема ингушского народа, вся проблема в том, что мы не называем вещи своими именами. Мы ублюдков не называем ублюдками, негодяев не называем негодяями, резво стал чиновников. Мы знаем, что это реально конченый ублюдок, что он незаконнорожденный, все бегут, обнимают его. Пока мы не прекратим это, пока народ сам этого не прекратит, все эти беды у нас дальше будут продолжаться. Вещи надо называть своими именами. Вот там несколько дней назад Руслан Алушин назвал трусом Зязикова, так я в интернете вижу, все возмущаются. Одни Зязиковщина там вообще негодуют, там у них дым из ушей валит. Да? У нас же
как у каждого главы свои любовницы были, мужского происхождения любовницы, да, мужчина носит штаны, ну реальные любовницы. Вот эти любовницы Зязикова там в бешенстве, что только не пишет, а некоторые там деятели, вот эти мамины мальчики, пишут там, так нельзя, это же бывший глава, но эти ублюдки просто не знают, что этот бывший глава здесь устроил, он не знает, что 1000 убитых, здесь сотни пропавших без вести, коррупция, что здесь происходило, эти негодяи об этом не знают. То, что Руслан высказался против него, я считаю, что это даже слишком мягко. Трус для этого безродного, это слишком мягко, то, что Руслан высказался. Там столько можно перечислить качеств, я не хочу этого делать. Хвала Аллаху, то, что их нету, то, что они не могут спокойно заехать в эту республику. Меня самое удивительное, самое то, что меня поражает, сотни убитых ингушей, сотрудников, сотни убитых обычных граждан. Почему до сих пор ему не объявлено кровное место с сотрудниками, родственниками этих сотрудников? Меня вот это поражает. Ладно, они недовольны тем, что Руслан сказал, что он не приехал во время захвата школы. А где он был, будучи гарантом Конституции главы республики, когда было нападение боевиков в 2004 году в республике Ингушетия, человек, который должен был стоять впереди всех своих силовых структур? Где он тогда был? Почему столько убитых, сотни убитых молодых ребят? Почему родственники вот этих убитых ребят, которые были в форме, почему не спросили с него за это? Ладно, он и по закону, по Конституции Российской Федерации должен был отвечать за это, будучи гарантом, а по нашим обычаям, по нашим ингушским обычаям тоже такой же спрос должен быть. Он отвечает за них и отвечает за каждого, который был убит здесь и похищен здесь. Также и Ивкуров также отвечает за все, что здесь происходило. Говорить про них я даже не хочу, если честно, про этих людей. Алхамдулиллах, хвала Аллаху, что этих негодяев безродных на этой земле больше нет. Что они уехали в Освояси. Самое главное, чтобы мы как страшно сон это забыли, про них забыли. И дай Аллах, чтобы тот, кто сейчас стал новым главой этой республики, чтобы он нас не разочаровал, как и они. Дай Аллах, я вижу там, что только не пишут, и про его назначение пишут, и про него самого пишут, что он когда здесь в прокуратуре был, то делал, что там его брат то делает, его сестра то делает. Мы сразу начинаем искать изъяны человека, писать про это. Он только вступил в должность. Каждый мусульманин что должен делать? Он должен своих дуа просить: о Аллах, сделай так, чтобы от него была польза для ингушского народа, для религии Аллаха, для ингушского народа, чтобы от него была польза. Вот что мы должны просить. Увидим несколько месяцев. Если же он пойдет по стопам своих предшественников, тогда все здоровые силы этой республики должны собраться и сделать все возможное, чтобы он ушел так же, как его предшественники. Но чтобы этого не было, я должен полностью кардинально поменять политику Республики Ингушетия, полностью поменять ситуацию и в силовых структурах, и в прокуратуре, и в судах, и в следствии, что происходит, беззаконие, беспредел. Только коснулось, когда меня самого лично коснулось, я и до этого все это знал, потому что я этим занимался, но когда самого лично коснулось, я уже попал в тюрьму, да, я там уже видел до такой степени, какой беспредел по отношению к моему народу устраивает, это просто невозможно описать, там, ни час, ни два, ни три, это сутками можно рассказывать то, что творят силовые структуры, прокуратура, следствие, суды над ингушской молодежью. У нас все тюрьмы забиты по всей стране нашей молодежи. Это беспредел, это беззаконие. Поэтому республика, по сути, отдана на откуп негодяям разных мастей. Сюда приезжают делать погоны, сюда приезжают делать какие-то трамплины в федеральный центр, погоны, звания Героев России, делать деньги, бабки. Чисто, я не знаю, как назвать это, какая-то долина, где люди, долина возможностей для разных негодяев, безродных ублюдков, которых сюда присылают с федерального центра. Мы должны противостоять этому. Если же сам глава республики этого не сделает, то, конечно, все должны объединиться и противостоять этому и бороться. Нет борьбы, которая час, или два, или день, или год. Тебе каждый раз мне задают вопрос: тебе не надоело? Нет такой борьбы, которую можно за один день решить, или за год решить, или за два. Если ты выступил против зла, беззакония, беспредела, эта борьба будет продолжаться от начала твоей жизни и до конца твоей жизни. Потому что зло, бесчестие, беззаконники, безродные ублюдки, они постоянно будут делать все возможное, чтобы не дать людям нормально и спокойно жить. А чтобы установить справедливость, чтобы установить закон, чтобы установить порядок,
мужчины настоящие, они 24 часа в сутки должны быть на страже этого закона и порядка. В то время, когда они расслабятся, в то время, когда они прекратят выступать против несправедливости, против беззакония, несправедливость, ложь, она начинает побеждать. А для того, чтобы она не победила, мужчина должен 24 часа в сутки против нее бороться. Не надоело? Нет, конечно, не надоело. Говорят, там, оппозиционер, там, как только меня там не назвать, и ФСБшником, и ЦРУшником, и ГРУшником, кем только я не был, но я в первую очередь боролся за свой народ, боролся за свою религию, боролся в первую очередь за самого себя. Когда завтра предстану перед своим Создателем, он спросит, что ты делал, когда людей угнетали, людей убивали, чтобы у меня был какой-то ответ. И такое должен делать. Это обязанность каждого мусульманина. Это не работа, это не деятельность какая-то, да, оппозиционеров. Это обязанность защищать права человека, защищать, быть на стороне истины, быть на стороне справедливости, быть на стороне правды. Это обязанность каждого мужчины, который одел штаны. Тем более это обязанность каждого мусульманина. Наш Коран обязывает, наша Конституция, да, Конституция мусульман является Коран. Наша Конституция нас обязывает к этому. И сунна пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, его путь нас обязывает к этому, чтобы мы были защитниками притесненных, защитниками обездоленных, помогали бедным, помогали притесненным, выступали против зла, несправедливости и беззакония. Это обязанность каждого мусульманина. Вот я выполняю просто свою обязанность. Я не оппозиционер, не правозащитник, разные названия меня называют. Я тот, кто выполняет свою обязанность Всевышнего. Я родился на этот свет, родился мужчиной, живу на этой земле. Если я вижу беззаконие, это моя обязанность выступать против этого. И также буду продолжать, пока не умру. Это обязанность каждого из нас. Это не моя деятельность, это не род деятельности, это обязанность каждого мужчины. После освобождения какие у тебя дальнейшие планы? За эти 5 лет почти, которые у меня не было, много чего изменилось. Не стало моего отца, по сути, весь этот груз. Я старше в семье, весь груз всего этого лег на мою спину. Мать у меня на фоне всех этих событий потеряла память, она никого не узнает, ни меня, никого, у нее проблемы со здоровьем. У меня у самого небольшие проблемы со здоровьем, я каждый раз пытаюсь уехать отсюда, но на днях уезжаю, буду заниматься своим здоровьем своих родных, близких. У меня братьев проблемы, один инвалид после обстрела, у меня брат, там, его рукой будем заниматься. В первую очередь вопросы внутрисемейные вопросы, мне вот эти вопросы надо утрясти, а там, конечно, дальше сайт Ингушетия.ру, я думаю, в ближайшее время запустить его деятельность. Он будет работать на базе этого сайта. Мы давно уже планировали запустить, как телевидение будет на базе сайта работать, там несколько журналистов каждый вечер, как на ингушском телевидении, также будут на сайте вести там прямой эфир, там YouTube, как-то мы привяжем все это, всем этим будут заниматься специалисты. Хороших ребят, нормально хороших ребят, журналистов подтянем, 3-4 человека, которые будут стабильно получать свою зарплату, стабильно работать на этом сайте, освещая правильную, истинную ситуацию в Республике Ингушетия. Не ложь, не говорить, что «О, какой красивый Зязиков», «Ой, какой красивый Евкуров», а оказывается, Евкуров негодяй, а тут еще лучше. Не таким образом. Говорить реально о событиях, которые происходят в республике, поднимать злободневные вопросы в Республике Ингушетия, проблемы ингушского народа. Как и был сайт Ингушетия.ру, как его называли народным, так и он будет народным. По воле Аллаха мы его запустим, и он будет работать в ближайшее время. Вот такие цели поставлены. Дальше посмотрим то, что, как себя будет вести новый глава республики. От этого будет очень многое зависеть, как я дальше себя буду вести. Если же он будет работать во благо народа, если же он будет выступать против беззакония, против коррупции, если он установит здесь закон, конституцию, все будут в рамках, все, что здесь будет происходить в рамках закона, флаг ему в руки, дай Аллах, чтобы он смог этого сделать, чтобы он добился этого. Мы будем молиться за него и за каждого, кто
вступил в нынешнюю новую команду для того, чтобы Аллах им помог, чтобы они принесли, да, определенную какую-то пользу для нашего народа, чтобы они работали в рамках закона, чтобы они помогали народу, чтобы они помогали своей республике. Если же они будут продолжать, как я уже сказал, опять повторяюсь, по пути своих предшественников, то тогда, конечно, будем делать все возможное, чтобы остановить все это. Остановить, и выборы будут в 2021 году, парламентские выборы будут. Много еще событий будут, и в стране будет много интересных политических событий. Посмотрим, я загадывать вперед не хочу, в первую очередь буду заниматься здоровьем своих родных и своим здоровьем, запускать будем сайт. Дальше посмотрим, очень много идей, очень много интересных мыслей, посмотрим. Но все воля Аллаха. Насколько будут позволять наши возможности, настолько будем продолжать дальше работать и действовать, помогая своей республике, своему народу. Allah Rasul ve Melbitsa Raska nam Civil Allah Kansevi Adla ve Metal Mal Daras ve Sah Amalush Kamdaway Sah Hal Eluj Deski Asti Deji Tahana ve Kert Hatin Mekhdam Idrit там Мехдау я жукстал назначить авиополос Хават авиополос Мехдава Тёус кому харжава Тёус кому харжава Тёус парламенту харжава Тёус Хой парламент Марш Хой Малш Дел Мостер Быш Дел Мостер Шику я Цаш передаст ж был Шала Быш передаст ж матч Бирма Бирш Ханс Иштхолц Тимур Иштхолц Ха Эдбах Чан Кульги голосовать ж вягал Күл доқчан голосовать не жверал. Ку бегиш доқчан голосовать не жверал. Ку гиш доқчан голосовать не жверал. Корт дерин кортса корт махмертин гай. Суарт ватам хақастыш передаст вот шолца передаст вот. Передаст вот. Хаму оқамын дир мәжин жоқ. Жеқам хултыш оқамын кегна қочан, қам дучан, қам хултычана. Хуцрани мелхмер хаморги передаст. В прямом смысле этого слова. Я мастер больше. Юсuf жиж вен хог жил цкшику я цаспат киту я гатс до хочнагас до да до дахм до буду я же аз юсuf я гат я мастер больше ухман мастер больше цкшику я там царский кархам до чой там федеральный центр кардулуш ногдовой Москвас Хавитаус Вей кардуач Хавитаус Вей кардуач кастеждовой уже десятки лет кастеждовой в десятки 240 лет Вей кардуач кастеждовой ухман дикабу кунги хылпыш муабиш шей безбор ухман хадиш кастеж хдол Вей единственно диди заход я Аллах я Раби такамын пейдени вилай Хавитар нагахсынер пейден хугул жвети я Аллах я ухе я эхпен избалату он галт жер каултун тишабу биляр хавалес тишабу гуч махтатун Нагасанер дигдерди илмиг должвали я Аллах водила он я Аллах он водечиге топ ну хости харита он я Аллах шигир хавулой цакан десве вай харвар шицар шигунстер шигникатер шигир эгеха вай диршт халдезве ваз вешт халдезве вай иманшт халдезве вай нахалдезве кунхи халдезве багдардус дезве вай дадве камун такача вот бакли безм уж сагвац багдардус безм баатсы Шин надю шин выгодно дардуцыш бямдах, диша барыш бямши выгодно дусыш, диша вацыш бям, дин халлахтыш, экгер чуа багдардус дезыш, ташей выгодно душей пар, дин лоузлеш, Аллах цани бегиш беш делыш бы, диал мастер хумехк, вайн гуш букш, вайн гуш бямш, алхамдулиллах, евкуру, цакши куяч, ухамын диал мастер, но последний цанширацу бяч белха, орда чахмесен дышу медали, аз медаль ол езырцын, Ханял, ухман мэлю предатели, юсли, ухман мэлю масла. Хаяка истолт отвод. Я говоришь, бешан, да, хакиц, валович, на всю жизнь запомнил был жена. Ши юсер, ханыца, ши мэлю, ши мэлю юсер, хану чехтавай, каман. Айх кайцу, алхамдулилlah, сбах пейт бывай, каман. Фадаху, фадаху, фададда. Да, поюху, дал диктор дейтл, это уже от него зависит. Иркуна халырц, ирбусумса халырц, от него это будет зависеть. Нам яхсан таран, цяк, цахамдырса, Хабин мен жол сек зумди давод цун тейпан как не бывало, как ни в чем не бывало на бол. Цигиш налля дел мостах, цу депутат, за камен зумди чекеда уж.
تيبو عددين عقرتا مخكحلش ميتنجي تخطيب زدان وسق وات الله مخواد ولي ألري تيبا هار تيبا نوت شيء مخ داوي عجو سق تيجي بيت بات صغيرتش هم حدودي إيش هم عجلود الدارسة أخن تيبنك ليخر درسة وهم تيبن كون خي فوق مبيه وهم تيبن هار تيبن بولج بولش بولخي كون خي بولج بولنا حواشات كتا شيء سبك حجو وكم زوم دج بولج وهم عدوي أو مكتب دارسة وهم دعوالي سنسو بود الدارسة سطر بچه‌ها سطر وقت دي حقوقي حقوق وقت دي ملختي أخير وسق وقت تيبن إزدي بوج ملخ شيء سق مخدع دايرتش تنقول داني رس بيت هيش أفدي فوق تو مختار ديج ده وكمان تخكوت أشبه اليوم دوج وحن عدوي وكمان أرجع طلعت الدوار تيبن على طوالي إصحى ليو دي واحد وقت سن تيبن درس ديخر شيء سق ثاني وكمان زوم مدير حيان شيء سق ثاني قناطر مخت نو حوين جو مخت ديال درس ديخر تنبول الله بركة بول ويقمن بيدني بول تنبول تو وقمن طلع طلع وستيت بيتشر ضغط تعزر ده وقمن تقلع بقوة يحتمون يريك بقوة دايقة براو جوزة براو نجيس براو وبر يريك بقوة دايقة كم دير بس بقوة وصل يتر وقمن حجر ديخر درسه نجح سن سيدوش زوار بيزبوش ولي نجح سن تحمش اسحجبوش ويتي شي كريملو حاجة فدي فورن قوة دا قمن دعاه وقت بيزبر وقت بيزبر قمن تقوت ده شي أسوأ يجوش حبيتها ولي شي حمبويا ده سودان عادي كخلش يعني ده آخر سيدو وجا درتسن إيش تصدعوا ده نجح سن اسكمانديو تشتسنك بيت بيتسنك يعني ده بس بيد الله خوالي الله شي أهتم واقفتنا ويدو ده درتسن إيش نجح سن определенно мортигие умертишки о ешт вали военнослужащий вот да давится военнослужащий хана чарбус саги обязанности водер воится водер да цансага ахш лошди ахш да и креслаш хайша бол би юсриштен шорт кологе емортик цансага ел бьется это ви кунхшма кунхи бахатсива кунхи бош нахат свил биуш бош кунхи жнаха цвил бил был кунхи ви халемортик чакрахут сон емортик ай кунхи без что отцу вали дух бартиш ну жмех болж бу воится не что уж واحد дал это бог цену бог вы бог бусл ну саги бог вы коммен пейден юлс вы коммен кайет бге кайтай اجر بوحقة بالماستري ار ماستر واحد كمان شر ماستري بوي ويكمن اجر يوحقة البروبليمي وكل شو كم يقدر يوجد ماستري يوصلش غلي موت بوسش ويقدر يوجد يوصل جي ويكمن اجر اجر يوحقة ماستري ايش بعدو ماستر مول بعدو ماستر واتس مول بعدو نوكس مول بعدو الله هو از بعد سيلو صحتي جوي نو مخدا وياخشي ايش ديال ماستر وخشر أكل بيت عن دوار تعزل هذا الله مزلوط إيش تصوت تعمل يوم بعد لو جوز دوك باندش يوك باندش تصوت راح تصوت